Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». С течением времени менялся материал письма. Раньше писали на бересте, например, да, отсюда татарская пословица есть «тузга язмаган насилямя», то есть не мели чепуху. Тузга — это туз, это береста, да, не говорит то буквально, что написано на бересте. Писали на коже животных, это пергамент называется. Особым образом очищенная, обработанная шкура. Очень хороший, кстати, долговечный материал, но очень дорогой. Поэтому он был вытеснен бумагой. Ну и основные наши, значит, тюркские, татарские и тюрко-мусульманские рукописи, они написаны на бумаге. Так вот, бумага с течением времени, она менялись ее регионы производства, ее производители, и по бумаге, например, можно определить возраст, допустим, рукописи. Другой материал, другой пример — чернила. Раньше писали галло-железными чернилами, это значит специальным образом кипятили орешки, которые на дубовых листьях бывают, да, добавляли туда немножко металла, и вот такой состав получался коричневатого цвета. Разводили сажу, например, где-то в каких-то регионах и в какие-то периоды. В 15 веке. В 14 веке начали производить бумагу в Европе. До этого это была восточная бумага. И там тоже появились, значит, стали ставить свои знаки на бумаге, и по этим знакам можно определить тоже время производства бумаги, а значит, время составления документа. Ну, сама по себе палеография, она появилась в Европе, и ее основной целью была прикладная цель, а именно определять подлинность документов, потому что были случаи злоупотребления, понятно, да, когда когда новые какие-то поддельные документы выдавались за старые и подлинные. И вот, исходя из этой, значит, практической потребности, стала развиваться палеография, сперва как вспомогательная такая вот прикладная дисциплина, а потом уже как историческая дисциплина. Помимо бумаги и чернил, инструменты письма тоже важны. Вначале в нашем регионе, например, писали камышовыми каламами, да, такими тростниковыми ручками, можно сказать. И даже в рукописях, в конце рукописи иногда встречается такая приписка полушутливая: «Язган вакытым кыш иде, калямым камыш иде», да, то есть я писал зимой, а мой калам был из камыша, ну, то есть из тростника, тростниковый. Но у нас в нашем регионе такой тростник, из которого делают каламы для каллиграфически, он не растет, поэтому использовали обычно гусиные перья. Кауры халям называлось. В XIX веке начался фабричное производство, началось металлических перьев, сперва в Европе, потом в России, и в конце XIX века они проникли, стали использоваться уже среди мусульман Волго-Уральского региона, среди татар. Значит, давайте вот вкратце пройдемся, чтобы проиллюстрирую. Вот этот документ XVI века, он имеет очень большую значимость. Во-первых, это самый старый документ, который хранится в архиве Мордовии. То есть в Мордовии самый древний документ написан на татарском языке, да? Вдумайтесь в эту ситуацию. Это раздельная грамота двух татарских родов. То есть было два клана, они делили, то есть у них был общий предок, они потом поделили вот эти вот земли между собой, между двумя кланами. Там почерк один. Здесь все-таки почерк немножко другой. Обратите внимание, цвет бумаги. Вот в первой четверти XIX века бумага русского производства имела такой зеленовато-голубоватый цвет, оттенок. Почему? Потому что тогда в технологию было введено обыкновение добавлять медный купорос. Медный купорос — это яд для того, чтобы черви, насекомые не ели бумагу. То есть, чтобы лучше сохранялась бумага. Потому что, на самом деле, раньше бумагу делали из тряпья, из экологически чистых продуктов, и, значит, насекомые очень бумагу эту любили. Тут уже почерк, видите, немножко другой. Здесь у нас середина XIX века, бумага немножко другая и почерк немножко
тоже отличается. То есть понятно, что почерк зависел от конкретного навыков конкретного писца. Тем не менее, есть некие общие принципы, общий стиль письма, который, если глаз наметанный, его можно отличить, что вот таким почерком писали, допустим, в 17 веке, а это уже вот 18 век, да? Далее. Ну вот и вот уже 1920-е годы, это уже наша, значит, можно сказать, 100 лет назад. 100 лет назад. Здесь уже вот там мы видим вот эти все написанные кауры калям, то есть этим самым гусиным пером, да, птичьим пером. Видите, тут он более каллиграфичен, что ли, как в каллиграфии положено, тонкие линии, толстые, опять тонкие линии. А вот металлическим пером здесь уже он более равномерный, и значит, там тоже есть свои особенности. Вот эти две металлический этот самый оставляет металлическое перо, оно же из двух этих самых состоит, таких, раздваивается, и они оставляют след на бумаге. По этому следу тоже можно, значит, определить. Значит, европейцы придумали делать филиграни, то есть водяные знаки на бумаге. Ну, на денежках все видели, да, эти водяные знаки, которые используются сейчас как средство от подделки. Тогда это была торговая марка. И вот каждая фабрика бумажная, каждая мануфактура имела свою марку торговую, фирменную, которая менялась со временем. Это тоже очень важный датирующий признак. Это вот на просвет сфотографировано. Видите, там справа самые ножницы, в центре не вижу, что. Здесь вот буква «Р» слева и так далее. Это калям. Каламы, то есть самых тонких, которые слева, и до самых толстых. Это эти каламы из Османской империи. У нас таких не сохранилось, нет. Ну вот там, поскольку каллиграфия была очень развита, поэтому и использовали часто именно вот такие вот каламы. Вот. Но это вот уже железное перо, да, знакомое нам всем, наверное. Уже с ранних времен ислама происходило, значит, принятие ислама многими неарабскими народами, иранцами, индийцами, потом тюрки подтянулись, да, и вставал вопрос о том, чтобы правильно читать и правильно понимать священные тексты, прежде всего Коран, ну и также и другие тексты. И исходя вот из этого, значит, запроса, из этой темы, нашли выход в том, чтобы дополнить арабскую письменность, ну, во-первых, точками, то есть изначально в куфическом шрифте, в арабском, точек практически не было, то есть появились точки. Во-вторых, и в главных появились точки над и под буквами, появились дополнительные знаки, которые обозначали краткие гласные. Краткие гласные. Первый такой знак, это называется фатха или фатха, ее по-русски называют. В татарском произношении она передает звуки А и Э. Ну, примеры вот вы видите на экране, да. То есть вот что такое буквы самые верхние, хабер, которые это Х, Б и Р. То есть 3 буквы. Если не знать арабский как следует, то можно его не понять, о чем речь. Вот чтобы как бы подсказать, о чем идет речь, ставится вот такой вот. Если вам интересно, это можно в группу отправлю эту презентацию. Есть необходимость? Значит, дальше внизу, видите, сафер написано. То есть, значит, если над син буквой стоит вот эта вот фатха, значит, после с следует читать с, потом ф идет. Мы эту букву еще не проходили, по-моему, или проходили? Нет, не проходили. Ф идет, значит, одна точка, да? И р, сфр. Вот как этот сфр читать? Вот это вот те самые подсказывают. Сафер. Кадер дальше. Почему не кадер? Потому что в татарском языке для к и к не различаются на письме, поэтому приходится вот писать
кадер, да? Второй знак, вторая голосовка, это называется кесре или касра по-русски, в русском произношении. Эта огласовка обозначает звуки в татарском языке и «ый», иногда да? Вот, например, видите, да, знакомое нам слово «китаб», значит, под «к» идет вот это вот стоит, она ставится под строкой, фатха она ставится над буквой, значит, а кесра она ставится под буквой, ну и обозначает, что после той буквы, под которой стоит эта касра, следует ее читать как... И после нее следует читать «и», например, «китаб», да? Дальше «наука», «гилем», да? После «гайн», под «гайн» идет вот это вот, значит, значок. Ну и это знакомое слово тем, кто изучал татарскую грамматику, «фигаль», глагол. «Фигаль». Следующее, значит, у нас огласовка «замна» называется. По-русски еще «дамма» называют, потому что звук, которого она пишется ее название пишется на арабском, и «д», и «з» может быть прочитано. Но в татарском принято читать ее как «замна». Значит, она в татарском языке, в татарском произношении обозначает звуки «у», «ü», «о», «ы». А иногда также может обозначать звуки и «ы». Самме. Значит, она пишется в виде запятой, такой небольшой, да? На самом деле это уменьшенная буква «вау». Уменьшенная буква «вау». Значит, и пишется... Значит, если она ставится над буквой, значит, после этой вот буквы следует читать вот этот вот звук «э». «Офок», например, да? «Золом». «Офок» — горизонт, «золом» — это гнет, и так далее. Если, значит, после согласной стоит пауза, то есть слог закрытый, никакой после этой самой, после согласной никакой гласной нет, для этого существует диакритический знак, который называется «сакен». «Сакен» — это по-арабски пауза, туктактуру. Значит, эта буква ставится над, этот огласок становится над той буквой, после которой никакой гласной нету, и идет сразу следующий согласный. Например, видите, «мектеп». К сожалению, вот в той программе, которой я пользовался, ее не удалось над «кеф» поставить, да, над буквой «к». На самом деле там должен быть над «к», вот этот вот кругляшок должен быть «ме», потом «к» с вот этой вот наверху second и опять tap. И медресе. Но вот в слове медресе над «д» опять-таки должна быть вот эта вот second буква. Но опять я же говорю, у меня почему-то какой-то сбой случился на компьютере, и вот не удалось мне поставить. Медресе. Да? Вот над «д» ставится вот этот вот значок, это значит после «д» не медресе, не медиресе, медресе читается таким образом. Еще одна огласовка. Вы успеваете, нет? Нет. Не успеваете. Ай-яй-яй. Так, ладно, виноват. Буду помедленнее. Я просто хочу еще буквы, чтобы, значит, у нас, да? Вот это успели, нет? Я пришлю, это просто, да, скину в это. Просто я как бы объясняю пока предварительно. Значит, некоторые буквы в некоторых случаях происходит удвоение букв, и для того, чтобы показать, что эта буква удваивается, то есть арабы не писали две буквы подряд, две согласные, например, ставили вот такой значок, который тешдид,
называется. Ташдид — это как и переводится, собственно, как усиленное произношение или удвоение. Значит, он в виде вот такой вот маленькой, я не знаю даже буквы «ш», кстати говоря, да, похож немножко, тоже ставится над буквой ставится. Значит, и вот, пожалуйста, вам примеры, да, например, диккать. Значит, вот это вот ташдид над буквой «каф» означает, что это «каф» читается дважды, диккать. И, значит, если после вот этой вот удвоенной согласной читается «а» или над этим таштидом ставится фатха, то есть фатха ставится над таштидом. И получается, что это надо читать диккат. Если читается, ну, диккат, миллят, видите, да, Мухаммад. Если читается «и», значит, после удвоенной согласной, то под ней ставится знак кесре. Иногда он ставится под таштидом, но чаще он ставится под вот этой удвоенной буквой, да, под «л», то бишь в данном случае. Муаллим. Ну и, значит, букву, один знак мы уже с первого занятия с вами знаем, он называется «медде». Он ставится в начальной позиции у нас над алифом, в начальной позиции, когда алиф обозначает букву «а». В арабском языке вот этот вот знак «медде» обозначает, что звук «а» читается долго. Да, но у нас в татарском языке его принято алиф с маддой читается просто как «а». Просто как «а». Аш, от, олма и так далее. Смотрите, еще один диакритический знак, который используется, значит, в арабском языке и в старотатарском иногда встречается. Это так называемый тенвин. Так, вот это мы пройдем, наверное, перелистнем. Значит, в арабском языке, вкратце объясню, существует 3 падежа: именительный, родительный и винительный. Вот «н», он, значит, именительный как «ун», обозначается в конце слов, стоит, да, «китабун», например. Назад все-таки. «Китабун» — просто книга, да. Значит, родительный падеж «китабин», книги, и этот падеж винительный «китабен». Значит, вот эти все «ун», «ин», «н» называются «тенвин». Эти звуки «тенвин» в татарском произношении. В старотатарском и в современном татарском, кстати, используется только последний, который ставится в винительном падеже. Почему? Потому что с его помощью от некоторых арабских слов у нас производится наречие. Ну, например, смотрите, «месель», басня, притча, пример, да? Есть на слово. И «например». «Меселен». Вот «меселен» писалось вот таким вот образом. «Гамум» — всеобщность, что-то, да, там «гамум» — Руссия, все российские там и так далее. И вообще, в общем, «гамумен». Вот писалось таким образом, то есть писался алиф в конце, и над ним ставился вот это вот 2 параллельные как бы фатхи. И произносилось это как «н». «Гамумен». «Шахс» — личность, «шахсан» — лично. «Шахсан» — лично. Их не так много в современном татарском, но было больше в старотатарском языке. Это, значит, ознакомительное